Святий, прийди, Дух Святий, прийди, хай отбудет Отцу переменение сердц. Дух Святый, прийди, Дух Святый, прийди, хай отбудет Отцу переменение сердц. Дух Святый, прийди, Дух Святый, прийди, хай отбудет Отцу переменение сердц. Дух Святый, прийди, Дух Святый, прийди, хай отбудет Отцу переменение сердц. Дух Святый, прийди, Дух Святый, прийди, хай отбудет Отцу переменение сердц. Дух Святый, прийди, Дух Святый, прийди, хай отбудет Отцу переменение сердц. Дух Святый, прийди, Дух Святый, прийди, хай отбудет Отцу переменение сердц. Ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Пан з вами. І з Духом Твоим. Май ласку. Пане, вспомни про заповедь свою и николи не забывай про житье убогих Твоих. Устань, Пане, оборони справу свою и выслухай просьбы тих, хто шукає Тебе. Подчас гэтай святой мшы молюся за померлого Александра Тебе, по смерти так само Станислава, Левон, Марина и Олесь, просившие для их, который милосердный Бог пробачил им провины и принял супольность усих святых. Перепросим за наши грехи, как мы могли с чистым сердцем спасти в эту наисвятейшую охрану. Споведаюся Богу всемогутному И вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Наисвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Хай змилуется над нами Бог всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вышинах Богу, а на земле упокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем дарителя великой хвалы Твоей. Пане Боже, благослови.
и свету, прими моление наше, якися лишь вооружайся, zmiłuйся над нами. О, только Ты святый, только Ты наша, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым в хвале, Богайся. Амен. Молимся. Всемогутный, вечный, Боже, наученный Духом Святым, преисполняемся называть Тебя Отцом нашим. Узмацни в наших сердцах Духа Твоего сыновства, как мы могли отримать обетованную спасшую, проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живее и благодарить векности Духа Святого, Бог празднуще веки вечные. Amen. Читание книги мудрости Соломона. Ночь вызволения была предвешена отцам нашим, как яны подерлися, твердо ведаючи, яким обіцянням поверили. Народ твой чекав врятування справедливих, згуби своих ворогов. В образ покарания наших противников ты покликал и прославил нас. Праведные дети добрых потаенно приносили окляры и в сходе установили Божий закон, как святые однолького совдельничали у тим самым добры не для специй, и яны почали уже спевать гимны Отцу. Это Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Щасливий народ, який Пан собі вибрав. Щасливий народ, який Пан собі вибрав. Радуйтесь Пану, справедливые, праведным належит хвалить Его. Счастливый народ, Богом якого спал, народ, який Он выбрал, себе успадшего. Щасливий народ, який Пан собі вибрав. Пусть вокопан над тими, кто Его боится, над тими, кто сподяется на Его милосердность, каб'ем душу их уратовал от смерти и накормил их у час голоду. Щасливий народ, який Пан собі вибрав. Душа наша чекає Пана, і Он наша допомога і оборона. Милосердность Твоя, Пане, нехай буде над нами, бо ми на Тебе сподяємося. Щасливий народ, який Пан собі вибрав. Читание послания до Гаврея. Браты, вера – это зарука того, что мы сподіваємося, і доказ того, чого ми не бачимо. Бразії старейшини отримали свідчення. Дякуючи віри покликаний Авраам, послухався і накерувався до місця, яке повинен був отримати спадщину. Він вийшов, не ведаючи, куди йде. Дякуючи вірі, він поселився на обіцяній землі, як на чужині, живучи у шатрах з Ісаком і Якубом.
сунаследниками того самого обяцання, бо ён чакаў горада, закладзенага на моцным падмурку, дойлідам і будаўніком якога ёсць Бог. Дзякуючы веры, бясплодная Сара насуперак старому ўзросту атрымала сілу, каб зачаць патомства, паколькі лічыла вартым даверу таго, хто даў абяцанне. Таму ад аднаго чалавека, і гэта ад адмярзлелага, нарадзілася так шмат, як зорак нябесных і незлічоных пясчынак на беразе мора. Гэта Слова Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Чувайте и будьте готовые, бо Сын Человечий придет в тую годину, коли вы не думаете. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія Павла Луки. Слава Тобі, Пане. У той час Єсус сказав своїм учням: «Не бойся, малий статок, бо сподобалося Отцу вашому дать вам благодарство. Продайте, що маєте, і дайте милостину. Зробіть собі торби, які не нищаться, скарби безмежні у небесах, куди злодії неба не проникне і демон не знищить, буде скарб ваш, там буде і серце ваше. Нехай стягно ваши будуть перев'язані і світочі запалені, а ви подобні до людей, які чекають вертання свого Господара з весілля, коли прийде і постукає одразу відчинить йому. Щасливі ті слуги, які Господар знойде у чуванні, коли прийде. Справді кажу вам, що він перев'яжеться і посадить їх, і подошовши, почне служить їм. І коли у другую варту і у третю варту прийде і застане їх это, то щасливі вони. Ведаєте ж, що коли б господар дому ведав, у якую годину прийде злодій, то не спав би і не дозволив би уворваться у дом свой. Будьте ж і ви готові, бо в годину, об якой не думаєте, прийде Син Чоловічий. Тоді сказав Петр: «Пане, эту приповесть рассказываешь нам чи всім людям?» Пан же сказав: «Хто ж єсть вартий і розумний економ, якого господар поставив над слугами своїми, роздавати їм свій час меру хліба? Щасливий той слуга, якого господар, коли прийде, знойде, що він так робить. Справді кажу вам, що поставить його над усьою майомостю своєю. Коли слуга гэтый у серце своїм скаже: не хутко прийде господар мой, і почне бить слугов і служанок, їсти і пить і упиваться, то прийде господар слуги гэтага у той день, коли він не чекає, і у годину, об якой не ведає, і жорстко покарає його, і споткає його льос невірних. А той слуга, який ведав волю господара свого, але не був готовий і не робив поводле волі ягоної, будь моцно побитий. Той же, який ведав і зробив вартое покарання, буде побитий мало. Кожного, кому дадено буде ізбагато. Кожного, кому дадено шмат, ізбагано буде шмат з його. Сподіватися, і кому доручить шмат, от того більше і запотребують. Это слово Пана. Слава Тобі, Христе.
для такої Євангелії. І треба говорити казання. Все написано, все почули чорним на білим, як я говорю. І все, можна було сказати «Амен» і перейти до наступної частки. Але я вас так не оставлю, ні що-нибудь ще розповіду. Прихожа розпочинається сьогоднішнє Євангеліє, що дві версії, і коротка, і довжейша, і другого читання, і коротка, і довжейша. Я прочитав довжейшу версію, бо сказано тут на початку. Єсус сказав своїм учням: не бойся, малий статок. Не бойся, малий статок. Этим статком з'являємося ми, люди віруючі, нас шмат людей живе на світі, але такі, які мають віру, вельми мало. Але Бог іде перед ними і хоче їх вивести. І тут к тому другим читанням була подана історія і приклад Авраама. Пам'ятаємо, що Авраам виходить із Ур-Халдейського, з землі своєї, де шмат що есть, майомость есть, гроші есть, все добре розпівається, і він все це оставляє. Чому? Бо почув голос Пана, що Пан йому хоче дати другу землю, намного лепшу, ніж эту. Чи хто б з вас вийшов би так заризикував життям? Думаю, что нет, как сказали, без поставьте квартиры, не продайте все самое костел и идите куда в другое место. Но нет, думаю, кто бы из нас так поступил? Никто. Авраам туда вельми моцно, сам один. Понимая 60 годов ему обещание есть от Пана Бога, что твое будет потомство так великое, что аж Авраам. И что Авраам иде и мая 90 годов, сегодня живем сидеть, замученный, смутный. Бог не выказал того, что. И здесь можно стратить уже предел, можно веру, можно надею. Чем по-людски нормально уже старший человек уже не могу быть. Иметь детей, только так само. Ни в какую. Это можно было сказать. Аня, Авраам верит скорее. И эта вера ему допомагає, що народжається його дитя. І эта вера його звозняється, коли народжається дитя. Много. Бо потім, коли Пан Бог говорить: знаєш сина, тепер свого однородного, на якого ти чекав, якого тобі обіцяв, з якого буде велике потомство, іди тепер на огонь його зложи і спали. Зложи його реальніше. І Авраам іде чому? Бо його віра узмоцнилася, що коли його народився син, коли по-людськи це було нереально, то подумав, правдоподобно Пан Бог має бути жена. І готов, пішов дати. Один сам, з якого народжається, потім як велике потомство. Погляньте на Моїсея, який так само один. І хоче вивести народ його проклинає, тому що пішов до фараона. Нас тепер утискають, нам треба більше працювати. Затем выйдя из дома, надо будет проклинать Моисея. Скажет, что тут вывел нас сюда? Мы читали в этом тыдне, у нас, он скажет, у нас там было больше цибули и чеснока, так мы с Богом помираем. Из дома нарекает на Пана Бога, нарекает на Моисея. А Моисей сам выводит свой народ. Понимаешь, сам один. Глядите. Поглядим на пророка Єремія, якого закрили у божці солью, как он там помер. Бог пішов Боже Слово. І що Єремій говорить? Пам'ятаєте? Коли його так мучають, проклинав день своїх народів. Проклинаю в день, коли батьки мене народили. Але має віру. І ця віра його випроважає. Дає йому силу і відвагу, як він мог істи. И вот таким Бог есть. И мы есть так само таким малым статком верующих людей. И нам здається, что можем весь свет против нас. Але, коли маем веру, то ничто нас не знищит. У катедры Шауты есть такая похожая мозаика на подрозе. Эта мозаика выводится с лабиринту. Этот лабиринт мая 260 метров. Лабиринт это называется Тезеуш и Миниатюр. Про что он говорит? Про что это говорит история этого, альбо это, история Тезеуша и Миниатюра.
Отож, был Минетур, которого люди не могли позбавиться. И закрыли его в таком лабиринте великом, что из этого лабиринта не мог ни в какую выйти, не нашел его. И в этом лабиринте завжди присылали ему, где он споживал. Зазвичай людей складали в охряни. Он этих людей споживал. З'явився такий Тезеуш, который сказал, что хватит же кланяться этому пушку. Я его передаю. Я его замордую пойду. Але один минус этого всего, что я когда войду, мало того, что я его забью, я уже оттуда не выйду. Вот такие лабиринты, что ты его не выйдешь. Остановил, думал, и дочка короля Арианна сказала ему, видишь, что есть такие простые звучальные способы, как всего вывести. Возьми шнурок, клубок с нитками, завяжи его и иди тяни за собой. Когда тебе удастся прожить, то потом по этой ниточке ты выйдешь. И история говорит, басня говорит, что замордовал этого человека. Чому эта мозаика ніби такого божка знаходиться в катедрі? Брати і сестри, бо этой ниточкой з'являється віра, по якої можна вийти. На тонне, крухе. Легко її розірвати, легко страсти эту віру, але коли ми її розірвемо, ми спогибнемо. Із лабіринта нашого життя ні у какую не вийти. Нема шанса. Как мы себе урятовали. Как мы себе урятовали. Пасхаль, математик, физик, философ, теолог сказав таку цікаву річ. Подставы есть верить у Пана Бога. Основы, фундамент. И обосновал это на таком сенсе, что человек верующий, который верит в Пана Бога, так ничего не стратит, а будет иметь надею, что его житье заключается не в этом свете, а в дальнейшем другим веком. Але, коли не верить, альбо коли верить, и Пана Бога нема, так гэтая вера, и ничего его не забирает, и ничего не стратит. Коли верить в Бога его нема, але мы ведаем, что Пан Бог есть. Это мудрые слова Пасхаля, які так моцно говорят про Пана Бога. Как мы памятали, что в нашем житті есть такий шнурочек, таким есть вера, какая может нас вывести с клопотов, может нас оторвать от несчастья. Благословленный Карло Акутис, небавом має зробити святым человеком. Это ребенок, который помер. Коли был у этой же самой катедры и стоял на этом лабиринте, то он его прошел мимолетно, вошел вовнутрь и вышел обратно. И когда это зауважила его мама, пришло до ее такое святого Божия. И одразу ей ольснило, и сама себе сказала, потом говорила, что я зрозумела, мой сын долго жить не будет. И у веку 15 годов, трапляя до шпиталя, его хвороба, левачка, не знаю, один из видов раков, или незлачливая. Ну и, когда лежит в шпитале, говорит маме, мама, я ведаю, что я сюда трапил в шпитале. Я ведаю, что в этом шпитале я же живым уже не выйду. Ну и помираю, даючи надію человеку. Чему? Поговорить так, что я ведаю, что мое молодарство не бесконечное. И я не покликанный, как на этой земле, на куле земской быть закрытым. Я покликанный до чогось большего. Сегодняшние браты и сестры Евангелия и читания, про якое мы чули и говорим. И что таке найважніше, пам'ять, говорить Пан Ісус.
Каму шмат дадзена, ад таго будзе шмат требавацца. Калі ты, знаючы волю Пана, яе не выканаў, то атрымаеш вялікую возможнасць волю. Калі ты, однако, не знаеш волю Пана, але таксама зламаў закон Божий, то памятай, атрымаеш маленькую возможность, мало тебе поверить. Вельми моцное слово. Просим, как и вы в житті, ведаеце, што пакліканыя не для гэтага свету, але для свету іншага, могли покласти все домогани, как душу свою вратовать, а тело затратить. Веру в одинако Бога. Створителя неба и земли, всего бачного и небачного, и единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, за Отца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, святого святла, Бога сохранного от Бога сохранного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, ради якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего спасения, зашел с неба и утворился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтии Пилате, был замученный и похован, и на третий день воскрес, по воле Писания, и взошел на небо, сядет право душа Отца, и снова придет в хвале, судить живых и болевых, и его володарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який за Отца и Сына походит, якому разом за Отцом и Сыном належит поклонение и хвала, який промовлял раз пророков, веру в один святый католический апостольский костел, признаю один их рост для отпущения грехов и чекаю воскрешения помилуй и життя вечного в будущем свете. Аминь. Собранные у меня Иисуса Христа, мать надеюсь, что наши субботные молитвы, которые теперь возносим до Бога Отца, будут выслуханы. Молимся за святого Отца, за біскупів і презбітерів, каб яны вели усіх визнавців Христа до єдності і любові. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. Молимся за усіх охрещених, каб познаючи Євангеліє Христа, яны завсюди выбирали дорогу Божих заповедей. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. Молимся за тих, хто став ахвярой несправедливого осудження, каб яны поверили у перемогу Божьей справедливости. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. Молимся за нароженных, каб пригожусь чоловічого кохання, яны прославляли Бога за Его дары и завсюди были верные Ему. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. Молимся за наши семьи, как яны жили у супокои и любови. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. Молимся за нас, собраних, каля алтара Пана, как мы умели распознавать у нашем штоденном житті Божию волю и имкнулись ее виконувати. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. Помилуй Александра, Станислава, Любовь, Мария и Олеська, Бог, милосердный Бог, принял Господа, святых тебя просим. Вислухай нас, Пане. Боже, мы верим, что ты сотешаешь своих детей, которые звертаются к тебе в ширых молитвах. Дякую тебе за это, образ Христа, Пана нашего. Аминь. Наши дары прими, о Боже, что складаем нам как завет. С верой и надеждой просим,
шагом жити. Дай познать нам волю Твою, Пане, можем жить свободны слов Твоих. Нестерпимый пыл мизерный марный, тем мы без Тебя блукаем, świat nam освяти. Молитесь, как молю вашу и офяру, Бога Иисусе Мамутного. Нехай Пан Бог прийме офяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Panie nasz Boże, przyjmij łaskawa na wieki, jak Ty sam udzielałeś Kościołu i swojej mocą i wielkiej usagrama, i daje nam spełnienie wraz Chrysta, Pana nasza. Amen. Z wami. I z ducha Ugovoru sercy, uznosimy Pana. dziękuję Panu Bogu naszemu. Godna Chrysta miła. Naprawdę Bogna, wielka i sprawiedliwa, słuszna i zbawienna, tak my za wsiowy i wsiowy Tobie składali wdzięku. Panie święty Ojcze, Wszechmogący wieczny Boża, wraz Chrysta, Pana naszego, bojąc witać Cię tak reszta człowieczeństwa narodził się z Panny Maryi, wraz swoją mową żywy swoją lasa wieczna śmierci, a wraz swoją z mертwych powstanie dał nam wieczne życiowo. Тому z aniołami, jak aniołami Jezusie świętymi, my obwieszczajem Twoją chwałу, razem z nimi usklikający. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна на вышинах, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Госанна на вышинах. Zapravdy Boże Ty święty, krynicą wszelakej świętości, Tobą jedności z усім Kościołem w pierwszy dzień Dnia, kiedy Jezus Chrystus u Was gros i spasał na apostolów Ducha Świętego wraz Chrysta, prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, oświęcimy dary, Twojego Ducha Twojego, propiany stali się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrysta. I On, kiedy dobrowolnie wydał siebie na muki, udział chleb i bacianku Tobie składający, łamał i rozdawał swoim uczniom, każący: bierzcie i jeszcie z tego się, bo to jest ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnym czynem po wieczerzy udział ich znów Tobie bacianku składający, podał swoim uczniom, każący: bierzcie i picie z jego się, bo to jest kielich krwi mojej nowego i wiecznego zawietu, jaka ja za was i za mnogich będzie pralita, dzienia odpuszczenia grzechów. To czynicie na moją pamięć. To wielka tajemnica wiery. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Uznając śmierć i związek powstania Twojego Syna, kieruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękuję, że uczynił nas wolnymi stać przed Tobą i służyć Tobie. Покорно молим Cię, как всех нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одном. Памятай, Пане, про Костел Твой расселен во всем свете. Удосконаляй в любви разом с Папом нашим, Богом, Бискупом нашим Юзефом и всем духовенством.
Pamiętaj tak samo про братов и сестер наших, где посмотрим надею на возвращение и просим в том власти Твоей, а дышал с этого света и дозволь им уважить святого обличия Твоего. Просим Тебя, смилуйся над всеми нами, как мы заслужили удел жития вечным, у едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом ее обранником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, Яном Павлом II, сестрой Фаустиной и всеми святыми, какие с веку подавали Тебе, как зимы, и мы хвалили и прославляли Тебе, раз Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, Тобie Boża Ojcze Всемогутny, u jedności Ducha Świętego, usia Waszana i chwała, prazu Ciebie i wieczny ja. Amen. Молимся, Отца Небесного, jak нас научил Иисус Христос, Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избав нас от зла. Просим Тебя, Panie, zbaw nas od всего злого, дай ласкаво спокой у дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и заховали в жилах неспокою, чекали исполнения счастливой надеи прища Спасителя нашего Иисуса Христа. Вот Твое благодарство и мощь и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно за Твоей волей одарить его супокоем и едностью, и ки живешь и владаешь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды буде с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Baranku Boży, jaki wiaresz na sobie, grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki wiaresz na sobie, grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki wiaresz na sobie, grzechy światu, a dary nas upokojem. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечерю Ягодою. Пане, я не варта, как Ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Пане добрый, як Ты, прославленный повсюдным костёлом, Бога безмережно выпаю,
пустыни Божа, как выждя куда неба силы веры, ты манной стал подрамником холодным для тех, что вечно быть с тобой хотели. Пане добрый ответ, будь прославленный повсюдных костелах. Вот как безмерно ты полюбил нас, безмерно ты полюбил нас. Жниво настало, радуются люди, соспела нива, пахнет свежим хлебом. Хотел народ, землялся наша будет, а крепко будет тем, кто прагнет неба. Пане добрый ответ, будь прославленный повсюдным костелом. Вот так безмерно ты полюбил нас, безмерно ты полюбил нас. Ты нас своих назовешься правами, коли мы зробим, что ты загадал нам. Что ж без всяких чинить мы можем, Пане, бо ты для нас життё и спасение. Пане добрый ответ, будь прославленный повсюдным костелом. Вот как безмерно ты полюбил нас, безмерно ты полюбил нас. Ты на крижі отдав життя за грешних, а сам застався хлебом у святынях. Для нас открыла сердце твое вечно, бо як дятей ты, Божа, полюбил нас. Пане добрый ответ, будь прославленный повсюдным костелом. Вот так безмерно ты полюбил нас, безмерно ты полюбил нас. Молимся. Боже наш Ojcze, niechaj udzielu Świętego mówi dać nam zbawienie i umacuje nas w świetle Twojej prawdy wraz Chrysta Pana naszego. Amen. Objawy 19 niedzielę zwyczajne. Завтра uspamięć Świętej Wiary Panny. 14 żniwnia przed świętem uspamięć Świętego Maksymiliana Marię, chorobę prezbitera i muczenika. 15 żniwnia u пятницу урочистостью небоузятия Найсвятейшей Панны Марии святые имши будутся в Ojczy у 8 раницы и у 19 вечера. Подчас святых имшаў отбудется благословление урожаю з гэтага году. У гэты день кожны мае абавязак удзельнічаць святой імшы і паўстрымацца ад выканання неабавязковай працы. Трывае месяц жнівень, в якім традыцыйна молімся в інтэнцыі цвярозасці. У наших семьях и в нашей батьковщине наступная неделя, третья неделя месяца инвестиційная, ахмяри, предназначенные на будову, уже теперь широ складають. Дякую за вашу ахмярність. Кожний день у нашій каплиці триває адорація Пана Єсуса в Найсвятейшем сакраменті. Дякуємо за ахмірування на будову, за співа правої літургічної, прибирання каплиці і тим, хто дежурив. Помолимося за тих, хто на гэтым тижні святкує дні народження, іменини, юбілеї.
хто чекає на радів дітей з добродію, а хренатавців нашої праці, а так само обнову добродію будівництва санктуаря Божої милосердості і за нас доручаючи кожного по особку об'єднаних Матії Божої Твоєї оборони отдаємося. Святая Богородица, у наших потребах не погоршай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословенная, о Пане нашим, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас заручай, Сыну Своему нас отдавай. Добре, что есть, что приходится, чините так далее и примите Божие благословение. Пан за вами. И с Духом Твоим. Хай вас благословляет Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите у супокоя Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Архангел Михаил, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а Ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злих духов, які на згубу душную в просвете. наших близких померлых завела Александра Станислава Львовна Марию, Олеся Аню Панский, свистовал Анне Марии. И зажила нас Духа Святого. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Божья слуга Анская. Нехай не станется по воле Твоего слова. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. А слово стало телом. И поселилась между нами. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Молись за нас, Святая Богородица. Остались мы будными обетованием Христовым. Молимся, всемогутный вечный Боже, просим Тебе, улил в наше сердце Твою ласку, как мы познавши про Зайдемское звездование, уцеловление Христа Твоего Сына, про звук Его и крылья доверительные, да хвалы у воскрешения враз Христа, Пана нашего. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як была скорбеку теперь и завсюду, и на веки вечные. Аминь. Добрый Езо наш Пане, Дай им вечное хай спасение. поживает спокой вечное. Аминь. Хвала